Муравьи хоронят мертвых. У них выстроен очень сложный процесс работы, коммуникации. Когда они общаются друг с другом, они часто встречаются поболтать. И у них даже есть торговые рынки, где они встречаются для обмена товаром. А когда муравьи хранят зерна, и зерно начинает прорастать, они отрезают отросток, как будто они знают, что прорастание испортит зерна, вызвав их гниение. А если в сезон дождей зерна намокают, муравьи выносят их на открытое солнце на просушку, как будто они знают, что из-за влаги зерна прорастут и, дав корни, начнут гнить. Вы наверняка видели, как муравей тащит зернышко, и задавались вопросом, куда же он его несет. Он несет зернышко на солнце, чтобы просушить его. Аллаху Акбар. Субханаллах. Расскажу вам еще один интересный факт о муравьях. У всех самцов есть крылья. Все рабочие муравьи – самки. Все муравьи, у которых нет крыльев, являются самками. В 18-м аяте об этом уже было упомянуто. Если вы владеете арабским, то вы, наверное, в курсе. Когда они пришли в долину муравьев, муравьиха сказала: «О муравьи, вернитесь в ваше жилище, чтобы Сулейман и его воины не растоптали вас, даже не заметив этого». Глагол «каля» относится к мужскому роду, а глагол «калят» относится к женскому роду. В Коране используется «калят» – форма женского рода. Если бы у муравьев были крылья, они бы улетели, но у них не было такой возможности, и единственным выходом для них было спрятаться под землей. А поскольку у них не было крыльев, то это были самки муравьев. Как точно Коран цитирует муравьиху от женского лица. Субханаллах. Ясное чувство зоологии. Просто задумайтесь об этом. Как мог человек в пустыне 1400 лет назад знать, что муравьи способны общаться, и с точностью указать на их пол?